Друзья, всем привет! Вот и в наши края наступила весна. И мы наконец-то на нашей любимой лесной речке. Сегодня на реке с Романом. Привет. Бур он все-таки починил, вернее Шурик. Дело оказалось не в бобине. Я там искал причину в аккумуляторах, туда-сюда. Ромка просто переключил один переключатель. Что там ты переключил? Сверху 1-2 тут, да? Ну, скорости получается. Скорости. Было на однерке, Так не видно. переключил на двойку. Или наоборот, с двойки на однерку? На однерку, наоборот, да. Было на двойке, переключил на однерку. Все, Шурик у меня пошел работать. Так вот, век живи, век учись. А я там батареи, аккумуляторы винил, там тоже куча советчиков было, куча комментариев. Пробивались, ну, можно так сказать, даже тяжело. Снег растаял, верхний слой валится. И то, что на реке давно никого не было, вернее, всю зиму никого не было, льда практически нету. Местами раз чуть не провалился, проверяю опасные места на лыжах. Чуть было не ушел, уже ушла пешня, ушла правая лыжа, я еле-еле на левой удержался. В общем, было опасно. Было не до съемок. Старались быстрее приехать, но, как мы видим, солнце уже высоко. Высоко, но ничего страшного. Главное, мы приехали. И сейчас попробуем что-нибудь да поймать. Долго собирались. Было две попытки. 2 раза выезжали, но ввиду того, что льда вообще не было, было наледь страшная, по колено воды было, рыбалки не получилось, поснимал, но монтировать ничего не стал, настроения не было. В общем, ни одной рыбки еще на этой реке поймано не было. Это у нас 3-я попытка, корочка небольшая появилась, и я так думаю, что-нибудь у нас получится. Если мы уже здесь, если мы уже сюда приехали, приступаем. Ну что, самая босяцкая мормышка, насадка опарыш. Легковато, правда, но ладно, попробуем. Если шугу не будет пробивать, то поменяем мормышку. Ну, сейчас первый заброс, какая под руки попалась. Самая древняя этой удочки, уже хрен его знает сколько лет. Все, дно нашли. Небольшое покачивание. Дно в этом месте каменистое в основном. И здесь мы без улова не оставались. Ловили здесь хороших орюзов с Калиной, ловили с Григоричем, с Серегой, Санькой ловили. Прошлый год, прошлый или позапрошлый, не помню. С Димкой здесь мы тоже порезвились немножко, штук так 20-30, наверное, поймали. Рыба здесь каждый год бывает, и как бы, я так думаю, ну, думать одно, на деле это совершенно другое. Бац-бац, сразу поклевки не последовало. Ладно, проверим 3 луночки. Если поклевки не будет, то выключим камеру и скажем до первой поклевки. В принципе, должна ударить сразу. Если сразу она не бьет, значит 2 варианта. Или здесь рыбы нет, или не хочет есть. 3-го не дано. Рыбы с каждым годом на реке меньше и меньше, этому есть причина. Сегодня распилил один завал, пока сюда ехали. И рядом, тут как тут, бобр создал плотину. Может быть, из-за этой бобровой плотины получился завал. Но новый завал. Прошлый год его вроде бы как не было. И основные деревья, которые держат завал, аккуратно пропилил, чтобы весной унесло. Он хитрый, сделал на перекате, льда там нету, обошли по берегу, вот верхом там аккуратно пропиливая вот эти толстые деревья, которые были. Ну, потом покажу, когда обратно ехать будем. Нет, смотри-ка. Резких поклевок нет. Это уже очень печально, настроение уже... Я с таким настроением сюда пробурился, как бы сразу доехал до лучшего места, как бы, на мой взгляд. Потом глянем, конечно, в камеру. Но сначала попробуем без камеры, потому что
На камере мы здесь рыбу видели. Рыба не стоит на месте, рыба проплывает. Так что не факт, что ты сейчас вот увидишь на камеру. Рыба здесь ходит, рыба гуляет. Все-таки уже потеплело, весна скоро. А не скоро, уже, наверное, сколько у нас уже? Дня 4 плюсовая температура. И скоро, скорее всего, уже на этой реке уже будет не порыбачить. Долго собирались, долго ничего не получалось из-за этой наледи. Год на год не приходится. И в этом году было очень много снега, и лед на этой реке просто не замерз. Перекаты все открыты, завалы все открыты, под снегом ничего не замерзало. Огромная наледь и все такое. Нет, поклевок нет, так что будем ждать первой поклевки. Так, поклевок нет, достал вот новую удочку. Вчера смастерил, купил еще одну, не знаю, 20-ю, 30-ю это. И нацепил вот такую вот интересную снасть. Смотрите. Мормышка круглая, опарыш, золотая цепочка. Видите, да? Золотая цепочка идет от мормышки. И просто крючок с красной волосней. Это подарок, точно не помню, но вроде бы Василия Чупина. Василий Чупин вот такую интересную мне снасть приготовил. Золотая цепочка 585 пробы, и на ней крючок. Не знаю, может быть, конечно, будет цепляться об лед, но если уже на золото клевать не будет, то я уже не знаю. И пойдем по тем же лунгам проверим. А мне кажется, дело не в снасти. Ну, проверим сейчас. Роман решил заварганить перекус. Дорога была дальней. Выехали с утра, попивши чаю только. Так что перекусить не помешает. Говорит, все равно ничего не клюет. Просто, может быть, газ от ветра гаснуть будет. Типа заслонки надо будет что-то делать. Нет? Ну, посмотрим, давай. Нет, так придется сушину пилить, да свечку делать. Не хотят. Опа, опа, у меня там сидит. Опа. Опачки. Вот Янцикадан. Вот Янцикадан. Вот он, первый красавчик. Я думаю, блин, что-то у меня удочка эта гуляет тудым-сюдым, тудым-сюдым. Вот, свежего опарыша поставил. И вот он, первый красавец. Вот он, Янцикадан. Вот Янцикадан, наконец-то. О, Янцикадан. Ху-ху-ху-ху, Ромка, счастья нет предела. Все-таки есть счастье на земле. Первый и сразу такой красивый. Не ловился, поставил совну и пошел ловить на золото. И вот он, настоящую. Повернулся у меня, тут уже хорошо еще хоть удочку не утащил. Клюнул настоящего. Я говорю, здесь харюсь есть. Так, ладно. Ловись, рыбка, малая и велика. Ждем повторения. Ху-ху-ху, Янцикадан. Осталась еще рыба на этой реке. Еще как-то умудряется мигрировать через эти плотины бобровые, через эти завалы. Видишь, рыба здесь не стоит, рыба ходит. Тут надо просто навтыкать удочек. Чем больше, тем лучше. И ждать поклевок. Хорошо, хоть не сошел, блин. Золотые купола. Мне кажется, эта цепочка только путаться будет. Ну ладно. Раз придумана она, значит, так оно и должно быть. Первый красавчик такой сразу, да?
Инскада. Так что долго не стоим на месте. Если он взял настоящего, просто быстренько пройдемся по лункам. Значит, Хариус здесь есть, и он просто гуляет. Только он гуляет туда-сюда или движется в одном направлении. Никто об этом не знает. Бывает, что он стоит в одном месте, закинул, и можно поймать с десяток. А когда вот так вот нет-нет, и он проходящий клюнул, значит, они ходят поодиночке. Ну, крупные это обычно бывают парочкой, но будем ждать. Ой, ты мой красавчик. Будем ждать пару. Пару. По пару. Здесь чуть-чуть поглубже. Так. Ну-с. Вот такой вот яркий кивок прикупил. Решил попробовать. Да, резинка мягкая. Но сегодня тепло. А то как-то брал силиконовые. А там как кембрик, он даже не гнется. А это мягонькая резинка. 30 рублей стоит у нас в магазине. Такой кембрик. Не кембрика. Кивок. Ой, красавчик угибается. Так, здесь у нас никого. Ну хрен его знать, никого. Там тоже никого не было. Он клюнул уже. Нацепил свежего опарыша. Он так хвостиком шевелился. Тик-тик-тик. И оставил, думаю. Поставлю несколько удочек. Сразу, чтобы промониторить, есть, нет рыба. Когда есть, она сразу показывает себя. Ну, видать, не густо. Ну и не пусто. Поднялся ветер. Сейчас махом этот весь снег съест. Потому что плюсовая температура, ветер, а еще и по прогнозу дожди со снегом обещали. Вот это уже плохо. Промытые места не будет видно, и можно будет провалиться, опасно будет. Так, ладненько, пока выключаемся, пока тишина. Пока у нас греется завтрак, так сказать. Роман тоже у нас обрывился. Чуть меньше моего, но он тоже неплохой вот такой вот красавчик. Так что по рыбке мы уже сегодня поймали. И за это надо выпить. Мы не возражаем. Чайковского. Я тут решил достать еще одну удочку. Поставить. Такая леска типа 3D была. С отводным поводком. И с такой нимфочкой синенькой такой. Прикольной. Но перепутанная вся была, пока дергал, распутывал, она у меня порвалась. Вот здесь течение, и если даже ловить с отводным поводком, то надо лунки бурить. Вот такая вот вода, налить тоже, вода выступает. То лунки надо бурить немножко наискосок, чтобы, ну, по течению, чтобы вторая мушка не цеплялась об лед. А лучше, конечно, не... Еще один красавец. Ой, Янца, когда дело пошло. Значит, там ниже еще надо обуриться. Не зря туда лунки 2 эти сделал. Ну, это уже, наверное, перекусим, да потом, да? Или как? Или уже не до еды? А всегда так. Оп. Что-то было непонятно, или зацеп, или дернуло. Или об траву, или что-то. На Рому посмотрел. И вроде как бы что-то почувствовал. Потяжку типа. А нет, что-то цепляет. Вон трава, да. Трава. Так, раз, два, три. 3 удочки тут стоят неподвижно. Вон, Ромка, на каждой лунке. И одинаковые, да, совершенно. Вот Янцкадан.
Сразу бьет, если есть, да? Ну это что-то выпендривался. Выпендривался, так и запишем. Так, ладно, тогда сюда воткну. И пойдем, наверное, все-таки перекусим. Чтобы потом со свежими силами приступить к рыбалке. Вот, давай, ловись, рыбка, малая велика. Ловись, рыбка, малая велика. Леска, не знаю, 3D 0,16. Но мне что-то она не нравится, если честно. Тем более с узлом. Нимфа здесь была. Крупный попадется, мне кажется, оборвет. Ну, оборвет, значит, ему повезло. Пусть крупный не попадает, пусть средненький попадает. Да? Такого выдержит, как у тебя. Папа, эти полкилошники где-то, наверное. Нормально тоже. Так, все. Обед! Ну что? Самые приятные. Нет, самые приятные у нас вот уже на льду. Раз, два у Романа. И у меня здоровячок. Ну, мой все равно крупнее. У тебя два, но у меня крупнее. Так что за это надо выпить. И мы, конечно же, не возражаем. Чисто символически. Без фанатизма. За рыбалку, за лесную речку. Будем. Как-то раз я сказал, догоняй, больше я такого говорить не буду. Кого догонять? Ну, помнишь, ты поймал одного первого, я потом троих поймал, сказал, догоняй. Лет 5-6 назад, больше я ничего и не поймал. Нет, ты уток говорил. А, да? Ага. Нет, рыба вроде тоже как-то было. О, самолет летит. Это уток. Сидим на болоте, Ромка в одном шалаше, я в другом. Ромка на болоте, я на границе озера. Вечерею слышно бах. Прошло минут 10-15. Бах. Ну чё, да есть, нормально, 2 штуки. Догоняй! Я вечер посидел, ну, не добыл никого. Ромка такой, ну, телефонная связь там есть. Ну чё, бать, ты, блин, сюда чё, охотиться приехал и просто сидеть меня подкалывает. Ну, стемнело. И вот начало светать, я ночью что-то там пару чирочков можно было, по ночи сели. И как светать начало, как посыпалась эта утка. Сколько у нас общего количества? 42 было, да? Я уже не помню. Что-то такое, да, у меня аж патроны тогда закончились, я уже с мелкашки их добивал по одиночке, блин. А Ромка ни одного выстрела больше за все утро и не сделал. К нему не шла, а ко мне пошла утка, блин. Вот как-то вот так бывает. Ну, будем надеяться, что сегодня наши первенцы, которые нас обрадовали практически, ну, сколько, в течение, наверное, 15 минут, да, мы поймали троих, 20. Как перекусим, ну, и попробуем дальше половить. Тут вот поклевочка еще была. Ну ладно, не будем. Нравится то, что плюсы лунки не замерзают. Можно выставить несколько удочек, и они как бы стоят наготове. Нет-нет, но бывает, настоячку тоже берет. Все. Рыбачим. Так, что, славненько перекусили. Ромка пошел взрывать речку. Шурик заработал. Красота, бурит, тепло. Так что я уже думал заказывать новый, что ли. Присмотрел уже на Вальбересе. Подороже, думаю, буду брать. А там, оказывается, просто переключилась случайно скорость. И он при небольшом сопротивлении вставал на защиту, получается, не бурил. Он на первый бурит классно. Вон, сколько лунок уже мы пробурили сегодня. Лунок лед толстенный. Он раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 20. Тут где-то около 30. И там около лунок 40
5,50, наверное, пробурили. Все на одном аккумуляторе. Так что рано мы хотели списать это шуруповерт со счета. Были язвительные комментарии по поводу электробура Урал. Типа, а чё ж с собой-то электробур Урал-то не брал? Есть такие у нас зрители, которым лишь бы поязвить. Хлебом не корми, дай поязвить. Так вот, отвечаю всем. И ехидным, и нормальным. Электробур Урал неплохой, в норме, все работает. Единственное, оторвался проводок от аккумулятора, сдавал на ремонт и сказали, что аккумулятор под напряжением, и под напряжением они паять типа не будут. Там, видать, замкнуло что-то или еще что-то. В общем, нужно... О, красавец какой, красавчик. Нужно покупать аккумулятор новый. Тот аккумулятор рабочий, единственное, оторвался оттуда проводок. Вот по этой причине не бурю я Уралом. Так бы, конечно, он у меня тоже красавчик, тоже классно бурит. Так, ну чё. 3 хариуса мы на этом плесе поймали. И пока тишина. Так что сильно больно много выставляться пока не будем. Вставные, ну как вставные, обыкновенные удочки стоят, молчат. Пройдем сейчас по луночкам. Да, нет, и будем менять места. Проедем дальше. Есть еще пару мест интересных. Я так думаю, сегодня мы их успеем проверить. Как лед, Ром? А? Как лед? Нормально? Толстый. Интересная река. Местами метр льда, даже больше, а местами там, наверное... Ну ладно, пробури еще туда и хорош. А? Пробури еще одну лунку и хорош. Тут уже сужение идет. Тишина пока. До первой поклевки. Вернее, не первой. А первые уже были 3 поклевочки. До новой поклевки, скажем так. Вот еще один. На новой луночке клюнул харюзишка. Вот такой вот красавчик. Чуть поменьше, но съедобный. Вот я когда удочку взял другую, вот такая вот черная мормышечка с красным глазиком, новенькая мормышка, вольфрамовая, тяжелая, и сверху нимфа. Взял на мормышку. В принципе, где-то около минутки поиграл, и он ударил. Так что хариуса немного. Хариус не стайный, одиночные, проходящие, видать, но он есть. Оп, еще поклевка. Еще один такой же. Есть. Тут их двое. Так. Ну-ка. Третий будет, нет? Третий. Ну, давай. Я говорю, это проходящие. Тут они на месте не стоят, они ходят. Но в то же время, вот на тех лунках почему-то уже все тишина. Давайте посмотрим, проверим. Тут Роман 5 точек лунок просверлил до поворота. Тут как-то Калина, царство небесное, хорошего выдернул. Харюзенцы. На леску 0,14. Где-то под килограмм, наверное, если не больше. Здоровый, тянули долго его. Я успел подбежать. Метров за 30. И то успел, пока он тащил его. Аккуратненько так вытащил. Потом одного еще, чуть поменьше. Хорошенькие тогда харюза здесь клевали. Я думаю, сегодня тоже есть надежда, что крупнячок нас порадует. По крайней мере, хотелось бы.
Так, давайте сначала пройдем. Здесь уже чуть помельче. И потом еще обратно. Лунки специально полностью не убираю снег, чтобы как бы сильно не пугало. Вода здесь прозрачная, видимость хорошая. Если он в радиусе 2-3 метров, он в принципе должен заметить, по идее. В тени сейчас стоим, получается, солнце не попадает и прохладненько. Тем более вспотевший. Пока этот завал пилили, весь мокрый. Надо будет все-таки, наверное, парку одеть, чтобы не продувало. Ветерок поднялся. А так погодка пока нормальная. Плюс небольшой, но плюс. Вон на крайне, наверное, сейчас мы трофейного возьмем. Ну-ка, давай. Если здесь нет, пойдем обратно. Вот, давай. Давай, мой хороший, я знаю точно, ты здесь. Давай. Если здесь сейчас клюнет, то еще ниже. Где-то лунок 5-6 вот до того поворота. Потом уже пошли перекаты, там уже мелко. Ну, и зацепы. Как-то здесь завальчик был такой, видать, унесло его. Вон деревья падают. Где-то уносит, где-то приносит. Не хочет. Ну ладно. Пройдемся обратно по этим же луночкам. И будем буриться дальше. Потому что на одном месте долго стоять смысла нету. Вон, поставили 5 удочек. И поклевок нет. Все. До первой поклевки. До новой поклевки, вернее. Так, к кромке подошла стайка. 3-го, 4-го, да, подряд уже? Да. Давай, побыстрее. Можешь даже не поправлять. Когда ловится, сразу кидай. Потому что стайка уходит быстро. Пока проходят они, пока там стайка идет, только куда она идет, вверх или вниз. Это стайка. Интересно знать. О, вот, Янцикаден, это хорошенький. Так, тогда мы идем к вам. Ну-ка, это что у нас молчит удочка? О, это молчит, значит ниже. Он какой красавец. О, Янцикаден. Так, у нас тут луночка есть. К рынку не лезет. Оп, опа, сход. Стайка и здесь тоже есть пока еще. Вот она в этом месте подошла, получается. Может быть, остановилась. О, ромка 6-го. У меня тоже поклевка была, но сход был. Все на ту же мормышку, да? Да. Вот опарыша совсем уже нет. Да кидай, пофиг, он без опарыша сейчас возьмет. Не теряй время, пока он есть, кидай. Он берет и на пустую мормышку. Пофиг. Пока он есть, не надо терять времени на опарыша, насаживание туда-сюда. Он будет брать, если он берет. Он не на опарыша, а на мормышку хлопает. Потом уже, если там в течение минуты не клюнуло, можешь добавить там опарыша одного. Пока ловится, не надо терять время. Значит, стайка, потому что долго она не стоит, она проходная.
Получается, она снизу вверх шла, но почему тогда та удочка молчит? Не одна только здесь поклевка была. Все, кончились, что ли? Краем глаза поглядывай на ту удочку тоже. Так уже интереснее, да? Один вообще красавчик, он брюхатый, блин, с икрой. Нет, тут был один, сразу тюкнул, сошел и все. Так, тут у нас два хорюска есть. Посмотрим здесь. Ну давай. Здесь чуть помельче. Давай, 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 давай. А парус насадил и да, сразу? Ну-ка, давай я тоже обновлю. А что мне обновлять? У меня нормальные они. Давай свеженького добавим. Ты красненьких цепляешь или беленьких? Беленькие были. Так красненько у нас. Мне кажется, большой разницы нету. Ну-ка, давай попробуем на свеженького опарыша тоже. Добавили свеженького опарыша. Ну-ка. Нет, если нету, то его нет. Может, мормышки дело, я не знаю. У меня где-то такая одна еще была, надо поменять, наверное. Не хочет. Не хотят. Что, еще один? Так, ладно, пройдемся пониже еще вот эти четыремки более тщательно. И надо погреться, взять бур и побуриться. Вот и меня красавчик клюнул. Смотри, сколько стояло, да? Стояло, даже ни одной поклевки не было. Вон, Ромка у меня десяток, наверное, уже надергал. Рядом удочка стоит, нет, вот. А я там рыбачил. Вот эта леска 3D, про которую говорил, говняная леска, не знаю. Нет на нее надежды, может порваться в любой момент. Оп. О, только не сейчас, не рвись, вот так. Вон, стояла, никто не клевал. Сколько времени она? Час стояла, наверное, никто не ловился. Он подошел, пошевелил поклевка, пошевелил вторая. Это значит, здесь, получается, подошла стайка. Вон, какая красота у нас уже на льду. Ромка на серебристую мормышку. Здесь у меня стоит капелька красная, ну, вишневая. Светло-вишневая получается. Вот такая вот капелька. Она такая с глазиком. Вот такая вот, видите, да? Даже глазик со зрачком. Я лет 15 назад покупал еще на черкизовском рынке вот эти вольфрамовые мормышки. Оптом тогда я взял целый блистер такой, наверное, штук 50, наверное, мормышек. Потому что по одной были подороже. Оп! По одной были подороже. Опачки. А если покупать по ней... Ох, сошел. Вытащил на лед и сорвался. Но главное наверху. И если покупаешь оптом, блистером полностью 50 штук,
то опа, 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 еще. Чуть поменьше, но съедобный. Вот Янскаден. А сколько она стояла? Так, пока ловится, не поправляем даже. Не будем тратить времени. Оп, опа. Вот так вот Янскаден. Если ловится, она кидается на мормышку. Вон, кидаем сразу, не поправляя даже опарыша. Как говорится, куй железо, пока горячо. Куй, ой. Пришлось намокнуть, но оно того стоило. Полностью руку намотил, в лунки сошел. Реакция сработала. На пол воды в лунке поймал. Удачно попало. Обычно бывает по хвостику погладишь и все, он уходит. Но этот вид... Ой, бля! Этот, видать, был мой. Удочка у нас уже разбирается потихоньку. Так. Пусть железо пока горячо. Когда удочку ремонтируем на ходу. Так. Это уже интересно. Это уже по-нашему. Это уже по коми-рыбацкому. Вот стоит только волшебного напитка употребить, рыбацкого, коми-рыбацкого напитка. И вон сразу вот такая вот красота Янскаден. Как в анекдоте, да? Мужики там наливают и отпускают. Да. Точно так. Сошел. На льду можно. Вот Янскаден. Опа. Прямо даже не успел до дна дойти. Вот так вот. Вот так вот Янскаден. Вот этот проглотил уже капитально. Кидаем опять. О, вишневая, как заработал Янскаден. Даже мормышку вообще не поправляю, просто. А сколько стояло, да? Без шевелений. Пока не пошевелишь, он не встает. Надо шевелить, получается. Вон, я тебе, Рома, говорил, что есть здесь рыба. Просто она должна подойти. Вон, Ромка порезвился. Я подошел, и теперь я тоже. А там все, да, на той лунке? Да, все. Вот я с левой стороны еще двоих поймал. Ну. Получается, они что, стайки потихоньку поднимаются, что ли, если выше по течению? Вот Янскаден. Ну, уже красиво. Вот это мне уже нравится. Вот это по коми-рыбацкому. Красота. Красота среди бегущих. Первых нет, я отстающих. Все, у меня, походу, тоже закончились. Можно цеплять опарыша. Вообще тут ничего нет уже. По-быстрому. Ты там, да? Ждешь? Ну там, видишь, лунка открытая. Может, они боятся. Ух ты, у меня даже крючок разогнулся. Слабоватый крючок получается. Выпрямился крючок. Я думаю, что у меня сходят все, блин. Крючок слабоватый на этой капле. Распрямился крючок. Вот и они сходят, блин. Ну-ка, может, что-то еще осталось. Бейте хвостом. Зовите своих братьев, сестер, тетенек, дяденек, да пожирнее. Опа. Это что, трава была? Опарыш свежий, жирный. Красота. Вот такая рыбалка мне нравится. Вот это уже настоящий весенний клев. Еще один подошел. Так. Так, есть. Наша Маша. Ух ты, как ты укусил-то, блин. Ну-ка, отдай. Пожевал, дай другим пожевать. Скоро, наверное, леска оборвется. Вся какая-то уже, как волос лобковый уже скрученный. Еще один подошел.
Ну, еще один, еще один. Давай, 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 давай. Янцкадан. Локтей, 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 шон банес локтей. Вот такая красота мне по душе. И все как на подбор. Среднестатистические. Уловные. Уловные. Так. Куда вот они ушли? Или кончились? Так-то неплохая стайка, да, была? Ну-ка, пойдем чуть пониже, на Ромкину лунку. Здесь чуть-чуть поглубже. Вот сколько, да, ходили, блин, вот так бы ушли и все, да? А я уже... Уже не клевал, уже настроение было собраться. Ну, я тоже как бы собирался, я хотел сказать тебе только что, говорю, давай поменяем место, поедем, блин. Хорошо, что подождали. Вон такую красоту. Это вообще красавчик, он шикарный. Не, когда ловится на лесной речке красота, это не вставные удочки на Печоре. А когда нет, то интересного мало, конечно, ну. Так, попробуем еще. Больно мне понравилась эта лунка. Сколько стояла она, блин, без толку, блин. Стояла и настоялась. За это надо, Роман Геннадьевич, выпить. Возражения есть? Возражение отсутствует. Я тоже того думаю, того же мнения я. И я того же мнения. Когда он есть подходит, ему не надо трясти ничего, он даже до дна не успевает, он, мне кажется, в толще льда даже схватывает, как... Оп, есть, вроде бы поклевка была. Или что это было? Показалось, что ли? Может быть, показалось уже. Желаемое за действительное уже принимаем. Ну, как все хорошо началось, так и все кончилось. Но это уже грех жаловаться на такую стайку. Дождались мы все-таки одну стаечку, проплывающую. Ну, приличная стаечка. Опа, это что было? Показалось или кто-то тюкнул? Остались, наверное, самые осторожные. Ни одного мелкого нет, да, смотри, все стандартные. Все. Ну и на том спасибо. Огромное спасибо тебе, река, за такой крутой подарок. Янцкадан. Долгожданная поклевочка. После того ажиотажа где-то минут 20 поклевок не было совсем. Раза два прошелся по всем лункам. Ни одной. Вот дошел до крайней последней лунки, самой нижней получается. И видел поклевку. Ну что-то тюкнуло пару раз и все. И вот теперь у меня вопрос. Что это было? Короткий период бешеного клёва или просто мы нарвались на проплывающую стайку? Он же просто брал бешено, а сейчас вот раза два клюнул. Это или мелкий, или не хочет брать. Мне просто интересно посмотреть, есть там хариус, нету. Давайте, наверное, все-таки достанем подводную камеру и глянем. Если там хариус есть, это значит был просто кратковременный период бешеного клёва, который продолжался минут 10-15 и все. Если там нет, значит нет. Все, пойдем
Достанем камеру и посмотрим. Вот тут сейчас только что было пару поклевок, но он не укололся, ничего. Просто передумал. 2 раза тюкнул. И все. Что-то не так. Что-то ему не нравится. Опачки, красавчик. Это на мою или на твою? На твою? Это... Там уже где первый самый был. А, где первый на стоячку ударил? Да. Сколько стояло? Час, 2? Да больше, наверное. Мы обедали, наверное, только полчаса. Ну, часа 1,5 точно она стояла, получается, ни одной поклевки. И такой же, да, чуть меньше? Чуть-чуть меньше. Ну-ка, подойдем поближе, может быть там рядом еще что-то есть. Что, заглотил, что ли? В нос подсек. А? В нос подсек. Ну, тут тоже первый нос крупный. Самый первый, наверное, самый крупный, да? Но этот не намного меньше, такой же почти. Такие удочку утащить могут, блин. Так он и потащил. Уже потащил, да? А у тебя здесь мормышка была? Почему здесь маленький крючок просто? В смысле? Где? Не могло же быть у тебя так. Нет, а где это? Ты этого сейчас выкинул? Да. Мормышку сажал, что ли? А не он, видимо. А? А, ну, мохнатая там была, да. Чуть-чуть меньше первого. Как он его забрал-то? Все, менять мормышку надо. Я Там... думаю, ухватиться не могу, в нос залипло. И... Там мохнатая мормышка была. Вот, видишь, остался крючок, он сломанный, наверное. Охренеть. А как так-то? Че он ее Он, получается, мормышку разобрал, он, получается, видишь, сломал. Крючок сломался и держится чисто на узле. Все, менять надо. Опа. Ну, янца когда отработала. Мохнатый я их в Ухте брал, помню, когда еще работал там в рыболовном. Так. Ну, молодцом, Луночка. Сейчас закреплю эту удочку и буду менять. А? Такой же получается почти вон, чуть-чуть. Чуть-чуть меньше, но... Редко, но метко. Ну, тоже вот стояла, вот тебе и на стоячку не берет, да? Но. Хотя вот сейчас туда не закинули, может там еще что-то есть. Посмотри. Так, это все выкидывать, наверное, да? Ну, я думаю, навряд ли ты ее спаяешь. А нахрен, все. Господи благословен. Половила. Даже вот эти 2 хариуса стоят этой мормышки. Она уж так-то раньше тоже ловила, помню. Так, что мы поставим? Какую мормышечку? Мы, наверное, поставим сейчас вот такую вот интересную. Заказывал на Джуме. Вот такую вот. Сейчас поставим. Глазастую. Это Павел Осколков мне отправлял мормышки. Но они, походу, не вольфрамы, они крупные. А нет, вообще-то Пашкину поставлю. Вот эту, наверное. Типа банана золотистого. Вот такую вот сейчас поставлю Пашкину мормышку. Покрупнее крючком. Вот, да. Пашка, привет, если смотришь. Все. Твои мормышки в деле. А эти как-нибудь другой раз. Вот такие всякие разные. А это у меня у Василия Чупина, наверное. Я уже не помню. Иринка Баранова отправляла и Сашка Мазай. Спасибо всем огромное. У всех мормышки все работает. Вот сейчас мы такой вот бананчик. Пашкин бананчик поставим. Попробуем на него. Стоячая, сколько стояла? Она, видишь, она мормышка была не гладкая железная, а типа махровая. На нее наклеили типа шерсти что-то. Вот такая была. Коричневая, типа ручейник, что-то вот такое было. Ну ничего, он стоял долго, наверное, смотрел на нее. Потом говорит, а дай попробую. Попробовал, молодец.
Тушканчик. Так. Вот, поменял мормышку. Бананчик. Подарок Пашке Осколкова. Павел Осколков — это мой земляк, проживает в Сыктывкаре. Очень много мне помог. Отремонтировал мою видеокамеру и много чего по электронике. Просто мастер на все руки. Огромное тебе, Паш, спасибо. Я отправил как-то отправил Сашкой Калиной, наверное, еще немножко там рыбки отправил, свеженькие по пути. Он завез. Он говорит, ну и чтобы не остаться в долгу, хотя я ему должен по самое никуда, отправил вот мне целую коробочку мормышек всяких разных. Желтых, серых, синих, медных. И как бы я много удочек уже с такими мормышками. Вот и сейчас попробуем. Поменяли мормышечку. Ту мохнатую выкинули, сломалась. Ремонтировать ее уже бесполезно. Ну вот, напоследок 2 красавца она вытащила все-таки. Так. Ну, крупнячок, видать, стая не ходит. Ходят поодиночке. Сейчас пройдем все-таки еще по луночкам. Хотел посмотреть подводный мир в камеру. Ну, к сожалению, камеру забыл в избушке. Приготовил, главное, положил на скамейку и не взял. Так что смотреть подводный мир будем уже завтра. Ну а вы это, друзья, смотрите, наверное, уже через неделю после рыбалки. Я, наверное, скорее всего, кто бы что ни говорил, залью этот ролик сегодняшний, вообще рыбалку с лесной речки, только на Дзен Премиум. Благодарность моим подписчикам. Их осталось у нас уже немного, 70 человек. Так вот, те, которые меня поддерживают, благодарность я их поддержу. Пусть будет у них какое-то преимущество. Всякую разную рыбалку можно и смотреть на всех ресурсах. На Рутубе, ВК. А вот это как бы эксклюзивные кадры. Потому что не часто вот бывает то, что сейчас вот было. То, что мы сейчас с Ромкой накидали в течение 10 минут вот такую могучую кучку. Так что я сам редко такое вижу. Ну и увидят только подписчики Дзен Премиум. Так что кто смотрит эти кадры на Дзен Премиум, друзья, огромное вам спасибо за поддержку. И знаете, что если вы меня поддержали, то и я вам благодарность. Вот эти эксклюзивные кадры закачаю только для вас. Ну, на ВК или на Рутубе закачаем чуть позже уже, когда эта река уже пойдет и уже сюда будет не приехать. Через месяц, может быть, через 2. Как-то вот так. Так, ну что, у нас пока затишье. Стайка ушла. Посмотреть я не могу. Еще пройдемся туда-сюда по луночкам. И, наверное, съездим еще на одно интересное место. Может, там что-нибудь клюнет еще. У нас еще немножко времени есть. Попробуем использовать для дела. Ну вот, поклевки полностью прекратились. Резко просто отрубило. Камеры нет, посмотреть никак. В общем, решили съездить еще на одно интересное место. Перспективные. Как правильно сказать? Перспективная. Ну, короче, нормально, хорошее место. Да, темнотой побуримся. Вот еще один самолет летит. В общем, собрал Ромка рыбку. Вот получилось пол пакетика почти. Вот такие вот красавцы хариза. Сколько, что говоришь? 25. О, килограмм 6, наверное, уже 7 точно есть. Ну что, поехали дальше.
Спасибо тебе, речка, за такую красивую рыбалку, порадовала. Поехали дальше на другое место, посмотрим. Может быть, еще успеем что-нибудь до темноты подергать. Погнали.